Ефимович, ректор Государственного автономного нетипового образовательного учреждения, региональный центр Малая академия наук Республики Саха-Якутия. Сотрудник Малой академии наук Республики Саха-Якутия Барамыкин Николай Андреевич. Гость из Гонконга, главный директор Академии Хунсинь, доктор философии Патрик Хакчун Клам. Руководитель фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Егоров Владимир Анатольевич. Разрешите начать наш небольшой приветственный концерт. В исполнении учениц 10 класса импровизация на хомусе. Хомуска Сахалыма Тытта.
属是唐王维，金英阁，小雨，深院昼又开，左看苍苔色，有圣人已来。相思唐王维，红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。今夜思，李白。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。春夜喜雨，杜甫。好雨知时节，当春乃发生。岁分见树叶，树怒兮无声。夜静云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，画中君冠。牛娘娘，牛娘，牛娘娘，牛丸，牛丸丸，牛丸，牛娘娘。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄吐葡萄皮。绕高岭44。黄泛华，黄泛华，泛黄泛华，泛华飞。牛牛红牛牛牛一牛。妈妈骑马，马马妈妈妈妈。Stop.
небольшой концерт подошел к концу. Слово предоставляется директору школы Гаврилевой Анжелике Альбертовне. Добрый день, дорогие гости. Good morning, our guest. Let me introduce our guest, Mr. Patrick Lam, the director, Hansing Lutheran Academy. Please. Our little present for you. Happy New Year. Thank you. Также мы хотим приветствовать нашего уважаемого Анатолия Егоровича. От всей души благодарим вас за вашу неоценимую поддержку наших проектов, ваши работы и усилия, направленные на помощь социальным инициативам во благо подрастающего поколения, значительно повлияли успешные достижения наших целей. И говоря это, мы хотим вам подарить, так как мы носим имя Афанасия Осипова, работу наших талантливых детей. Также в нашей школе мы впервые приветствуем уважаемого Василия Климовича, ректора Малой Академии Наук. Малая Академия Наук в этом году отмечает юбилей, 25-летний юбилей. Этот важный этап вашей истории не только повод для празднования, но и возможность подвести итоги и взглянуть в будущее. Также мы хотим вам подарить маленький подарок наших детей. Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях Барамыгин Николай Андреевич. Мы его поздравляем тоже с Новым годом. Там семена сосны. Обязательно, пожалуйста, посадите его горного улуса. И с нами наши руководители, Савдану Степановну. Мы выражаем огромную благодарность за поддержку нашей школы и хотим поздравить вас с новым наступающим годом. Ну и, конечно, мы поздравляем нашу любимую начальницу Варвару Ильиничну. Благодаря ей мы добиваемся очень многих успехов. От имени нашего коллектива выражаем огромную благодарность. Спасибо, Варвара Ильинична. Thank you. Also, we are studying in our school Chinese language, and our Chinese greeting, especially for you, Patrick Lam, Mr. Patrick Lam, from our teacher of Chinese, Maya Mikhailovna. 欢迎各位客人及老师们来我校参观。我叫 Maya Mikhailovna， 可以叫我北老师。我是汉语老师。请看一下，2022年起，我们开始学汉语，小学5年级、初1、初2的学生。孩子很喜欢学习汉语，我们尽力给孩子们跟母语认识交流的机会。去年我们去过东北联邦大学，见面了跟中国的大学生。今年我校与吉林教育国际交流协会我们以为中国人很热情好客，这是一次很难忘的旅行。尊敬的Patrick Hakchung Lam先生，
我们对您来访感到非常高兴，欢迎，谢谢你们的关注。Спасибо, Майя Михайловна. I want to talk about the international cooperation of our school, but if your interpreter will translate for you, with your permission, I will speak Russian. Okay? Thank you. Добрый день, уважаемые гости, наша школа. Сегодня я хочу рассказать немножко о международном сотрудничестве и международных проектах, которые проводятся в нашей школе. Школа является победителем международного конкурса с участием 35 стран, имеет статус лидера народной дипломатии и статус общественного наблюдателя Арктического совета Организации Объединенных Наций. В этом году также избрана председателем Ассоциации сети школ Международной организации «Северный форум». Работа по международному сотрудничеству проводится по следующим направлениям: обмен передовым педагогическим опытом, сотрудничество в сфере новых информационных технологий, актуализация детских проектов по экологическому проекту, развитие творческих способностей детей, популяризация русского языка и продвижение культуры народов России в зарубежных странах. По направлению экологии дети нашей школы участвовали на международных форумах в Анкоридже, Соединенных Штатах Америки, в Хельсинки, Республика Финляндия, Акюрере, Республика Исландия, Салехарде и в других городах. По новым информационным технологиям на базе нашей школы в 2017-2018 годах работал международный лагерь «Пилот дрона» совместно с южнокорейскими техническими школами и Ассоциацией дронов Южной Кореи. Школьники также участвовали на соревнованиях по спортивным дронам в городе Сеуле и даже заняли 29-е почетное место. С 2009 года ежегодно в течение 12 лет наша школа по проекту циркумполярной цивилизации стран Северного соглашения принимала участие на фестивале Санта-Клауса в Финляндии, Швеции и Норвегии. Также школьный ансамбль, который выступал перед вами, Арлхан, был отобран для участия в культурной программе на зимней Олимпиаде в 2018 году в Пхенчхане. Это в Корее. Школа также тесно сотрудничает с Шанхайской организацией сотрудничества. Проведено много совместных мероприятий. В 2023 году в рамках Координационного совета Международной организации стран Северного соглашения большая группа учителей и детей нашей школы посетили Монголию. Тогда были заключены рамочные договора со школами Монголии о сотрудничестве. Дети участвовали на международных акциях «Сады мира», посадили вместе с монгольскими детьми 100 сакур в городе Хархарине, участвовали на марафонском беге вместе с ультрамарафонцем Паоло Вентурини, также показали жителям города Хархарина совместный большой концерт с монгольскими школьниками. В рамках реализации проекта «Учителя без границ» по популяризации русского языка и продвижения российской культуры 2 учителя русского языка с высшей категорией, Сидорова Татьяна Егоровна, Сивцева Сахаляна Григорьевна, недавно вернулись в Монголии. Они работали учителями-волонтерами в школах города Хархарина, у Бурханкайского аймака Монголии, оказывали методическую помощь монгольским учителям русского языка, помогали подготовке монгольских школьников к Олимпиаде по русскому языку, провели открытые уроки и индивидуальные консультации монгольских учителей. Школа является
участницей 3 генеральных ассамблей стран Северного соглашения. И всегда мы выступаем за поддержку детских инициатив на уровне международных организаций. И итогом этого, наверное, является, что в этом году создана ассоциация сети школ Международной организации «Северный форум». В школе разработаны проекты «Мир глазами детей», «Контур будущего», «Голос детей Арктики», «Красная книга народов России», «За русский» и «Учителя без границ». В данное время школа работает над проектом представления детского климатического посла на площадках климатического саммита Организации Объединенных Наций Бразилии в ноябре 2025 года. Для этого проведены серии консультаций детским климатическим послом Организации Объединенных Наций Иман Дэниш Хан из Республики Пакистан. Как говорил великий Лао Цзи, дорога в 1000 лет начинается с первого шага. Надеемся, нашим трудом мы расширяем горизонты будущих поколений. Всех поздравляю еще раз с наступающим Новым годом и желаю здоровья, успехов и мирного неба. Спасибо. Слово предоставляется первому заместителю главы муниципального района Горный Улус Стручковой Сардане Степановне. Добрый день, наши уважаемые гости, уважаемый мистер Патрик Лан, Владимир Анатольевич, Василий Климович и Николай Андреевич. Позвольте выразить вам огромную благодарность от имени жителей Горного Улуса, от имени администрации Горного Улуса и от главы Никиты Викторовича Андреева. Мы очень признательны, что вы сегодня посетили нашу школу. У нас всего 11 школ, и школа имени Афанасия Николаевича Осипова является одной из передовых школ. Они, как отметила наша директор Гаврилева Анжелика Альбертовна, являются очень активными участниками Северного форума. Дети постоянно побеждают на российских, на международных соревнованиях. Также они активно участвуют в разработке БПЛА, беспилотных летательных аппаратов, учат этому детей. И я надеюсь, что из этой школы вырастут наши дети, которые внесут огромный вклад в развитие нашей республики. Наша администрация тесно сотрудничает с нашими постоянными представительствами, и у нас подписан договор о намерениях с администрацией Хунчунь Китайской Народной Республики. И в этом году глава района совместно с предпринимателями и также с учителями ездили в Хунчунь по подписанию соглашения. Думаю, что в следующем году, в 2025 году, мы уже подпишем соглашение. Сейчас ведутся переговоры. Сегодня у нас программа обширная. После обеда вы посетите музей наших народных писателей Семена и Сафрона Петровича Данилова, также галерею Афанасия Николаевича Осипова. Горный район, несмотря на ее территориальные размеры, то, что она маленькая, несмотря на ее маленькую численность, у нас всего 12 тысяч, является очень активным районом. Мы неоднократно побеждали на уровне Республики Саха-Якутия в сфере молодежной политики. И в этом году выиграли грант по развитию семейной и демографической политики, объявленный нашим Билдарханом Айсеном Сергеевичем Николаевым на сумму 10 миллионов рублей. Мы гордимся своими земляками, у нас нет промышленности, но мы имеем огромный человеческий потенциал. У нас из нашего района вышли такие знаменитые писатели, как Семен и Сафрон Данилов,
авторами герба, соавтором герба является Афанасий Николаевич Осипов, соавтором гимна республики является наш народный поэт Сава Иванович Тарасов. Поэтому вот республика имеет 3 символа, да, государственных символа. Из них 2 символа разработчиками являются, соавторами являются наши земляки. Мы этим очень гордимся, и наши дети очень гордятся. И думаю, что на развитие республики наш человеческий потенциал будет использован на 100%. Огромное спасибо и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья. Думаю, что наши друзья из Китайской Народной Республики тоже будут с нами тесно сотрудничать. Будем иметь тоже с вами обширные связи. Наши друзья тоже Малая Академия Наук. Мы очень вами гордимся. У нас очень много стипендиатов МАН. И Владимир Анатольевич тоже, фонд будущих поколений, наш тоже давно знакомый, любимый друг. Фонд будущих поколений нам построил наш детсад. Мы постоянно участвуем в их проектах. И думаю, что вот наша вот теплая взаимосвязь продолжится на века. Спасибо вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, семейного благополучия, счастья. И позвольте вам сегодня подарить частичку теплоты горного улуса. Спасибо. Слово предоставляется начальнику муниципального казенного учреждения Управления образования Сметаниной Варваре Ильиничне. Уважаемые наши гости, господин Патрик Лам, Владимир Анатольевич, Василий Климович, Николай Андреевич. Мы очень рады приветствовать в нашем Улусе. Действительно, международное сотрудничество в нашей школе идет очень эффективно. Мы всегда гордимся школой имени Афанасия Николаевича Осипова, который является обладателем гранта главы Улуса в этом году по итогам конкурса инновационных площадок. Анжелика Альбертовна, лауреат Всероссийского конкурса «Лидер международной дипломатии». Поздравляем! И школа, обладатель гранта национального проекта «ВАС». Об этом тоже рассказала Сардана Степановна. Мы благодарны Целевому фонду будущих поколений. Наши школы, образовательные организации активно участвуют в конкурсах фонда. Это школа, Десятская школа имени Афанасия Николаевича Осипова, Улусная гимназия имени Василия Васильевича Гриппова, Кировская школа и детский сад Карачановые. Они всего выиграли свыше 4 миллионов рублей, что способствовало развитию системы нашего образования. Также наши детские сады тоже активно участвуют в проектах фонда. В этом году 3 дошкольных образовательных организаций, это Карачан-МГ, детсад Толлукчана и Атаманский детский сад «Радуга», стали пилотными ресурсными центрами по патриотическому воспитанию «Родничок». И буквально вчера мы провели республиканский авторский семинар по этой теме. Мы выражаем благодарность Владимиру Анатольевичу. И так держать мы будем активно участвовать в конкурсах фонда.
Также от имени педагогической общественности Улуса я хочу выразить слова благодарности Владимиру Анатольевичу, когда он работал в качестве министра, он защитил нас по реализации постановления Солодова по оптимизации образовательных организаций. Для этого он специально приезжал к наш вуз, посетил Эртскую среднюю школу имени Савы Ивановича Тарасова и Королевскую школу имени Степана Гурьева. И во время рабочего совещания он выступил в защиту нас. Из-за этого действительно в нашем Улусе не было оптимизации образовательных организаций. Большое спасибо вам. Низкий поклон, Владимир Анатольевич. Я поздравляю Василия Климовича с 25-летием создания МАН. Действительно, со дня создания наш УЛУС активно участвует в проектах МАН. В настоящее время мы участвуем во всех профильных сменах МАНа. Также наши школьники участвуют в конкурсе выбора члена, действительного члена и члена-корреспондента. Сегодня у нас 7 действительных членов и 12 членов-корреспондентов. И во всех проектах тоже участвуем. Это такие, как «Большие вызовы». Наши учащиеся участвовали, обучались в проекте «Информационные технологии» и так далее, и так далее. Действительно, МАН является генератором и идейным вдохновителем для мотивации наших школьников и педагогов. Большое спасибо вам. Пусть этот день будет очень интересным, насыщенным и содержательным. Всех вас поздравляю с наступающим, с Новым годом. Желаю всем вам семейного благополучия, счастья и успеха в работе. Слово предоставляется Павлову Василию Климовичу, ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые наши друзья, коллеги. Спасибо огромное, что так хорошо и тепло нас встречаете. Очень рад вас за нас, как говорится, да, так сказать, что мы совместно что-то сделали такое интересное, хорошее, что и понравилось, и помогает нашим юным, значит, исследователям, детям, особенно вот учитывая то, что как вы активно участвуете в мероприятиях Малой академии наук, которой в этом году исполнилось 25 лет, и мы в памяти нашего основателя Михаила Ефимовича Николаева будем дальше развиваться, работать, создадим университет. Я думаю, вы станете нашими самыми активными, как говорится, людьми, которые поддерживают наши все мероприятия. Ну и сегодня я очень благодарен, что так хорошо встретили нашего гостя из Гонконга, прочитали замечательные стихи на китайском языке. Спасибо огромное. Первые 3 девочки прочитали очень знаменитые стихи танского поэта, который написал эти замечательные стихи 1400 лет тому назад, Ли Бай, да, так сказать. Мы очень это, как говорится, благодарны за это, да, так сказать, это замечательные стихи, которые как раз ложатся медом в наших сердцах, и действительно, да, так сказать, это говорит о том, что есть надежда на самое замечательное будущее, которое нас ждет. Спасибо огромное, и всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть будет у нас Новый год очень замечательным, с большими успехами, надеждами, которые сбудутся. И я думаю, что это будет год, который сделает много нового и интересного. Спасибо большое. Слово предоставляется руководителю Фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Егорову Владимиру Анатольевичу. Добрый день, дорогие друзья, дорогие дети, уважаемые педагоги.
Анжелика Альбертовна, Сардана Степановна, Варвара Ильинична. Спасибо за теплый прием, за замечательный концерт. Мы увидели, какие талантливые у нас дети. Вчера мы также вот вручали стипендии нашим талантливым детям по разным сферам. Мы надеемся также, что и ваши дети при вот таких ваших активных действиях, ваших активных участиях во всех мероприятиях тоже будут попадать в число грантовиков целевого фонда будущих поколений. Я бы хотел вспомнить 2015 год, когда мы впервые стали определять действительных членов Малой Академии Наук, членов-корреспондентов Малой Академии Наук. Когда вот создавалась Малая Академия Наук 9 лет назад, да? И когда комиссия стала подводить итоги, мы оказались в такой, можно сказать, неловкой ситуации, что из одного района 15 человек сразу оказались членами Академии Наук и членами-корреспондентами. Но, как говорится, все соответствовали критериям, и поэтому все были вот удостоены этого звания. И тогда вот я как раз узнал, можно сказать, да, я тогда был ректором Малой Академии Наук, узнал о том, какие активные, оказывается, педагоги, школьники в Горном Улусе. И сейчас, на самом деле, мы иногда тоже попадаем в такие ситуации, когда в конкурсе «Иносфера» из 10 участников 2, оказывается, из горного района. И опять, как говорится, там конкурсная комиссия, конечно, хочет, чтобы больший охват был районов, но ничего не поделаешь. Оказывается, что ваши образовательные организации становятся лучшими. Вот, поэтому я хотел бы пожелать вам дальнейших таких успехов. Вот, ваши дети очень талантливы, и наверняка их ждет большое и светлое будущее. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях. И с наступающим Новым годом! Слово предоставляется нашему дорогому гостю из Гонконга, главному директору Академии Хунсинь, доктору философии Патрику Хакчукламу. Dear Principal Angela and ladies and gentlemen, it's my greatest pleasure to be here. Дорогая госпожа директор Анжела, уважаемые хозяева данной школы. And it's wonderful to visit the school. In fact, yesterday I was lecturing in Novice Federal University, and we share about international education. And it's exactly what we are doing in Hong Kong as your school is doing. Вот вчера как раз я читал лекцию в Северо-Восточном федеральном университете о международном сотрудничестве, о лидерстве международного сотрудничества. И вот ваша презентация, которую вы нам показали, вот содержание ее, это и есть то, чем мы занимаемся в Гонконге. Yeah, because Hong Kong is a very, very tiny city, and we need to connect with the outside world. So that's why our school has been connected with more than 60 schools around 6 continents around the world. Вот, ну, Гонконг, как вы понимаете, очень маленький город, очень с ограниченной территорией, поэтому мы просто вынуждены сотрудничать с более чем 60 школами на 6 континентах, вот, и обмениваться с ними связями. And then we have got a pen pal system, we have got virtual meetings. Вот, и для установления связи мы используем дружбу по переписке, вот как по-старому это Pen Pal Cooperation, и также виртуальные вот, видеоконференции. And in fact, every month we receive international students, from different countries to our school. И каждый месяц мы принимаем делегации иностранных школьников и учителей в нашей школе. And also we also reach out to a lot of countries around the world. Ну и также мы тоже ездим к ним в гости. And so one of the most interesting places is Yakutsk. И одно из наиболее интересных мест для посещения для нас это Якутия, город Якутск. Yeah, I don't remember how many times I have been here. More than 10 times, I think. Я точно не помню, сколько раз я был в Якутии, но точно более 10 раз. And in fact, since 2016, and then we have got more than 200 Hong Kong students visiting Yakutsk. Вот начиная с 2016 года более 200 школьников Гонконга посетили вашу республику.
And especially early this year in March, we have got a group of Hong Kong students coming to Sahar Science Academy, and we collaborate to make the first ever satellite made by Hong Kong students. Вот, и я хотел бы отметить, что в марте этого года группа школьников из Гонконга приезжала в Малую Академию наук, и мы совместно с якутскими школьниками создали первую в истории космический зонд, который был собран руками гонконгских школьников. Yeah, and also we take the advantage to join a lot of our local activities, go to lunar pillars, and also have ice fishing. Вот, и кроме того, что вот мы создавали спутники, мы еще опробовали различные местные занятия. Например, мы посетили Ленские столбы, а также мы смогли порыбачить на подледной рыбалке. And it's a wonderful, experience for our students. Это было очень удивительное, уникальное такой опыт, experience для наших студентов. And in fact, I've been to a lot of places around the world, across 7 continents, including South Pole, North Pole, a lot of countries in the world. Вот, но я сам практически побывал на всех континентах, включая северный и южный полюса. And Yakutsk is the only place that I come here more than 10 times. Но единственное место в мире, где я был более 10 раз, это город Якутск. Maybe after going back, I need to learn more Russian. So next time, when we meet, and then we can talk with you, more frequently. Вот, и я всегда после возвращения из Якутска думаю, надо начать изучать русский язык, чтобы в следующий раз выступить перед друзьями на русском языке. And in this coming July, we have got a group of Hong Kong students coming to Yakutsk again. Вот в июле следующего года мы также планируем направить в Якутию новую группу школьников из Гонконга. So if we have time, and I hope that we can visit you guys again and see you and talk with you. Вот, и если получится со временем, было бы очень интересно еще раз как-то встретиться с вами, посетить вас и провести сотрудничество школьников со школьниками. Again, thank you very much for the wonderful performance and all the wonderful things you prepared this morning, and it's a very memorable experience for me. Вот, и еще раз я благодарю вас за тот прекрасный концерт, который вы организовали для меня, для нас. Вот, и для меня это очень отличные воспоминания и впечатления. And also, it also symbolizes harmony and friendship, between different nations in mankind is so meaningful and beautiful. Вот, и то, что вы своей деятельностью показываете, как народы мира могут жить в дружбе и согласии, это очень важно для меня. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Директору Эртской средней общеобразовательной школы имени Саввы Тарасова Тимофееву Прокопию Анатольевичу. Гости, коллеги, учащиеся, хочу сегодня вам презентовать нашу школу. Наша школа Юрская средняя общеобразовательная школа носит имя нашего народного поэта Саввы Ивановича Тарасова. И вот позвольте мне представить маленькую презентацию про нашу школу. Наша школа, молодая школа, была организована в 1931 году. Вот через 2 года нам исполняется всего 95 лет. В нашем селе школа образована, первым учителем является Дмитрий Иванович Васильев Ачинский. Вот, с тех пор у нас начинается вот наша образовательная среда. Да? Что сказать? Ну вот, наша школа вот стоит 63-го года здание. Но я хочу вам рассказать про наше направление. В 2011 году наша школа начинает гордо носить имя Саввы Ивановича Тарасова. И вот 2008 года мы начали направление работу по профильному физико-математическому блоку. С тех пор у нас вот вышли очень много выпускников, готовим по физико-математическим направлениям. И вот хотелось бы рассказать
рассказать нам о нашей стратегии. Да? В чем секрет? Наша школа является малокомплектной школой. В этом году у нас обучается всего 74 учащихся. Вот. Но у нас есть одна изюминка, то что вот у нас 2008 года мы открыли профильные классы по физике, математике, да? И с тех пор у нас вот появился интернат. В данный момент у нас в интернате проживает 14 детей из разных улусов, в основном с наших наследников, да? Вот. И получается то, что в нашей школе обучаются дети, которые хотят поступить именно по техническим направлениям. Вот. Если взять качество образования, то наша школа является одним из лидеров нашего района, средняя, да? По физике, по математике у нас дети поступают в Северо-Федеральный Восточный университет. Например, в прошлом году из 5 выпускников 3 поступили в техническое учебное заведение и 2 по гуманитарию. С 10-11 классами мы работаем именно по профильным направлениям, это углубленное изучение отдельных предметов с добавлением. И набор у нас детей получается с 8 класса набираем. С 8 класса мы уже проходим профориентационную работу, определяем, какие направления дети поступают, хотят поступить, и уже с 9 класса целенаправленно работаем над ними. Вот. Основными направлениями нашей школы являются углубленное изучение отдельных предметов, олимпиадное движение. Вот из позапрошлого года у нас очень серьезно начали работать именно по научно-исследовательской деятельности. Наши ребята получили приглашение в региональные научно-практические конференции, где первые шаги, наш в то время уже в 5 классе Тарасов Сайтам получил гран-при. И в этом году тоже у нас, если в позапрошлом 2 участников были, то в этом году уже 8 участников выезжали в Москву защищать свои научные проекты. Что еще хочу сказать? В основном наша школа занимается именно, развивается физико-техническим направлением в нашей республике. Это, как бы сказать, один из наиболее важных, так как не в всех районах, не в всех районных центрах, даже сказать, являются школы, которые именно направлены на техническое обучение. Вот в данном случае видите наших детей, которые занимаются именно исследовательскими работами. У нас сейчас базируется, расширяется материально-техническое оснащение. Коротко так могу сказать. И хотелось бы сказать еще большое спасибо, что уделили время, приехали, познакомились с нашим районом. И хотелось бы еще плодотворно работать в нашем направлении, да, и уже хотим пригласить вас уже к себе в село Юрт. Приглашаем всех на общее фотографирование с нашими гостями.